Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчай Кыдыршевич маалымат берип коюуну суранып атат, маалымат берип коюн деп. Сөз Камчай Кыдыршевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бул жерде токтомду кайсыл деңгээлде кантип кабыл аласыздар, бул депутаттар сиздердин өзүңүздөр жумушуңуздар болот. Бирок биз ушул көмтөр маселеси боюнча каралып аткан жумуштар боюнча токтомду кабыл алаарга чейин сиздерге бир маалымат берип коеюн деп чечтим. Себеби дегенде көптөгөн депутаттарда бул маалыматтар жок. Жана көбүңүздөр ушул боюнча бир адашуу ойлорго түшүп калбасын деген максатта. Биринчиден, бүгүнкү күндө ГКМБда орусча жазылып туруп, орусча окуп бере берейин, уруксат берсеңиздер. Так. В настоящее время в производстве ГСУ ГКМ Кыргызской Республики находятся следующие уголовные дела. Уголовное дело по отношению Абулгазиева по статье 319, часть 1, коррупция Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть по факту коррупции со стороны ответственных лиц правительства Кыргызской Республики при принятии решения об использовании природных ресурсов и земельных участков, расположенных на территории Иссыкульской области, в пользу ЗАО Кумторгольд Компани, бывший премьер-министр Абулгазиев. Вот как раз расследуется и проходит. Здесь проходит очень много, скажу так, не очень много, но много наших должностных лиц, членов правительства, которые в это время работали, которые подписывались. Среди них есть еще и наши уважаемые народные депутаты тоже. Второе уголовное дело. Уголовное дело номером такой-то, я не буду называть номера уголовных дел, уголовное дело номером такой-то о предоставлении земли сельхозназначения. Так, 18 августа 2018 года Жетыгульский районной госадминистрации распоряжением номер 184 в пользу ЗАО КГК предоставлен земельный участок общей площадью 24 178,2 гектаров земли, 10 070 га земли промышленности, 14 108 тысяч земли запаса. 20 февраля 2019 года Жетыгульским районным филиалом государственного ГУ кадастра выдано удостоверение на право временного пользования земельным участком общей площадью 26 400 га. Из них 10 070 га земли промышленности, 14 108 га земли запаса. Предварительная сумма сельхозпотерь, упущенные выгоды 2222 тысячи га земель сельхозназначения, отведенных для нужд ЗАО КГК, составила 390 миллионов 977 тысяч 566 сомов. И здесь тоже имеется коррупционные составляющие. Для принятия данного распоряжения госадминистрации были замешаны должностные лица до руководства страны. Когда звонили, кому звонили, о чем говорили, как заставляли принимать такое распоряжение и кто заставлял, то есть тоже имеется. Дальше, третье уголовное дело. Номером такой-то о начислении налоговых платежей и страховых взносов, зарегистрированных в РПП 26 октября 2020 года по статье 319 Уголовного кодекса, то есть по двум фактам коррупции со стороны должностных лиц ГНС и соцфонда Кыргызской Республики, действиями которых в бюджет государства не поступили налоги в размере 9 миллиардов, то есть почти 10 миллиардов сомов, и страховых взносов в размере 1,5 миллиарда сомов. Тоже имеется руководители ГНС, руководители соцфондов. То есть то, что здесь озвучили представители комиссии, какие должностные лица. Вот эти должностные лица, конкретные, которые принимали решения. Других тех, должностных лиц, которые не принимали решения, или там не касались к этому моменту, естественно, мы их трогать не будем. Только тех, которые подписывали, только тех, которые принимали такие-то решения. Следующее уголовное дело. Уголовное дело номером такой-то, возбужденное по статье 266, часть 1, нарушение правил обращения экологических
опасных веществ, отходов, статье 271, часть 1, загрязнение воды, статья 272, часть 2, загрязнение атмосферы, статья 273, порча земли, статья 74, непринятие мер по ликвидации последствий экологических нарушений. Статья 275, нарушение правил охраны использования недр Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Основанием возбуждения уголовного дела послужило заключение экологической экспертизы ГТП и других госорганов, которыми были выявлены нарушения природоохранного законодательства Кыргызской Республики. Данные нарушения выразились в размещении отвалов пустой породы на ледниках и технологическое уничтожение ледников, систематические и долговременные загрязнения порожных вод в бассейне реки Кумтор-Нарын. По этому делу в основном будут привлечены те должностные лица Кумтор Голд Компани, которые исполняли в это время руководящие должности. У нас здесь еще какая работа была осуществлена в рамках указанных уголовных дел, я, наверное, здесь не буду рассказывать, потому что были проведены очень много экспертиз, были проведены уже буквально недавно, были проведены обыски служебных кабинетов компании, и там были получены вещественные доказательства в сумме и других материалов. То есть там были даже получены финансовые средства. То есть поэтому, уважаемые депутаты, я хотел бы перед вами выступить и вам до вас довести вот это 4 уголовных дела, которые были возбуждены по отношению к Кумтор Оперейтинг Компани. Здесь одно дело именно руководителям, по отношению к руководителю Кумтор Оперейтинг Компани, а 3 дела это должностные преступления тех людей, которые в то время занимали ответственные государственные посты. Туда входит несколько бывших премьер-министров, депутатов. У нас еще имеются материалы по отношению даже тех депутатов, которые в то время получали какие-то финансовые поддержки со стороны Кумтор. То есть, поэтому я просил бы вас, пока все это дело не спрашивают, я вот вкратце дал вам информацию, если сегодня вы примете постановление, мы уже с завтрашнего дня, это не называется у нас изменой, или там, чеханчылык, нет. У нас есть конкретные уголовные дела, конкретная статья, которой будем привлекать каждого должностного лица, которые были замешаны. Вот и все. Спасибо.